Недавно министр обороны Грузии заявил, что до конца текущего года у них начнется производство боевых и разведывательных беспилотников. Мы рассматриваем это как прямую угрозу национальной безопасности Республики Абхазия. Призываем Грузию подписать взаимообязывающее соглашение о неприменении силы на площадке женевских дискуссий. Абхазия – миролюбивая страна, мы ни на кого не собираемся нападать. Но защищать нашу родину, наш народ и родную землю будем до конца. Республика Абхазия исходит из обязательств, зафиксированных в заявлении Владислава Ардзенба и Эдуарда Шеварднадзе от 14 августа 1997 года. Стороны приняли на себя обязательство не прибегать к оружию для решения разделяющих их противоречий и ни при каких условиях не допускать возобновления кровопролития. Любые разногласия будут решаться исключительно мирными политическими средствами путем переговоров. Уважаемые сограждане, мы находимся в состоянии гибридной мировой войны с элементами информационного, экономического давления и, разумеется, полномасштабными военными действиями. Сегодня на стороне украинских бандитов и неонацистов воюют представители более 50 стран. Это военная машина коллективного Запада. Банды иностранных наемников, воинские части, обученные по стандартам Североатлантического альянса. В случае начала военного конфликта с Грузией, а мы не можем этого исключать, все эти страны будут поддерживать нашего противника. В этой связи особую важность имеет укрепление нашей обороноспособности, а также сохранение, развитие, укрепление добрых братских отношений с нашим союзником Российской Федерацией. Мы не можем предпринимать действия, которые будут расцениваться как акт недружественного отношения к России. Россия – гарант нашей безопасности, оказывает нам поддержку с точки зрения укрепления нашего государственного суверенитета. Сегодня Российская Федерация бросила вызов глобальной несправедливости. Это борьба за правду, это борьба за справедливость. А сила, как известно, в правде. Благодарю вас за внимание.